Перед тем, как отправиться в рейс, обязательно нужно проверить техническое состояние машины. Водитель Алексей Коробейников всегда придерживается этого золотого правила. Если машина перед выездом хорошо подготовлена, то как бы и в рейс нормально съездишь. Дальнобойщик готовится к очередной поездке. Повезет запчасти и грузы для энергетиков Южной Якутии. С собой обязательно берет теплые вещи, спальник и запас провизии. Алексей не понаслышке знает, что такое остаться один на один с холодом. Поломка генератора была, ночевал раз на морозе. Ну, есть плитка портативная с собой на случай. Ну, такую кабину, конечно, не получилось обогреть, поэтому в спальник и ждал, пока привезут запчасти. Сейчас, пока стоят морозы, усилено дежурство служб МЧС. Особое внимание дорогам, где зачастую оказать оперативную помощь невозможно. Спасатели готовы в любой момент выехать на место происшествия и развернуть мобильные палатки для обогрева. В готовности к реагированию для оказания помощи на федеральных автодорогах Лена и Колыма находится 6 оперативных групп местных пожарно-спасательных гарнизонов в 4 муниципальных районах. Для реагирования на 6 региональных автомобильных дорогах с круглогодичной эксплуатацией в 8 муниципальных районах находится в готовности 9 оперативных групп местных пожарно-спасательных гарнизонов. Повышенная готовность у спасателей и на водных объектах. Профилактические мероприятия проводятся каждый день. Инспекторами ГИМС проводятся профилактические рейды в составе межведомственных оперативных групп. Проводятся индивидуальные беседы с водителями автотранспортных средств по несанкционированным выездам на лед. Также с рыбаками. Рыбаков в это время года на реке традиционно много. Их не останавливают даже 40-градусные морозы. Выжидать добычу готовы часами. Рыбалка — это все. Это, как говорится, продолжение жизни. Ожидается, что в столице региона немного потеплеет уже к концу недели. Также повышение температуры прогнозируют на большей части республики. Но спасатели Якутии продолжают усиленное дежурство. Впереди еще крещенские морозы. Режим повышенной готовности на территории всей республики продлится до 15 января включительно. Затем решение о его продлении будет приниматься в каждом муниципальном районе отдельно, в зависимости от того, какая погода там установится. Дмитрий Макаров, Денис Попов. Вести. Якутия.